Еще одна такая международная политическая новость этой недели, даже последних дней. Дональд Трамп вывел войска из Сирии, вдвое сократив присутствие в Афганистане. А министр обороны Соединенных Штатов Мэттис через 2 часа, буквально там, через пару часов после заявления Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, подал в отставку. И сейчас там начинается. Трамп действительно, обещал вывести войска из Сирии. Это было в его предвыборных обещаниях. Но это все-таки какой-то, конечно, уникальный человек, который умудрился развалить администрацию вот просто в течение 2 лет. И Мэттис там был одним из последних адекватных людей. Народ оттуда просто разбегается. Совершенно непонятно, кого он сейчас найдет на должность министра обороны, и что со всем этим делать, и как из всего этого выруливать, потому что, конечно, Дональд Трамп — это такой человек, который... Вот Америка 150 лет строила глобальный мир, не только Америка, весь Запад, скажем так, весь западный мир, они строили 150 лет глобальный миропорядок, а этот человек за 4 года хочет его оттуда выйти, из этого глобального миропорядка, и сказать, что мы, американцы, сами по себе, давайте замкнемся вокруг себя и не будем больше участвовать в мировых делах. Так не получится. Так будет все только трещать по швам и разрушаться дальше. Уже республиканцы там начинают писать твиты, что окей, время паниковать. И я, в общем-то, с ними согласен. Само по себе это событие, оно, в общем-то, не хорошее, не плохое, потому как все события, они, в общем-то, интересно в связке. Сейчас пока сложно сказать, чем все это обернется, чем все это закончится. Давайте будем смотреть. Может быть, он еще и не уйдет ниоткуда, никуда. Если уйдет, я вот, честно говоря, не знаю, для Путина это в плюс или в минус, потому что Путин там останется вообще теперь в Сирии. Одной из главных действующих сил теперь он останется, и ему придется теперь там воевать уже по-настоящему, и количество гробов это увеличит однозначно. Поэтому, вот я не знаю, посмотрим, подождем, пока просто отметим эту новость.